Вот, уважаемые коллеги, вы видите тему «Приоритет обеспечения безопасной образовательной среды в Кыргызской Республике. Программы и стратегии». В принципе, я думаю, что основные вещи вы уже знаете, поэтому нам нужно сейчас просто восстановить какую-то рамочку, которая позволит нам находиться в правовом поле при разработке и реализации политики в области безопасности. Значит, что такое безопасная образовательная среда? Вы много раз будете еще об этом говорить, пока очень общее определение. Это среда, ориентированная на потребности ученика, обеспечивающая полноту безопасности и минимизацию всех видов рисков. Я уже говорила, что что безопасная среда имеет несколько составляющих. Это физическая безопасность, безопасное здание, да? Это психологическая, информационная, экологическая безопасность. На самом деле, учитывая, что у нас далеко не все школы в блестящем состоянии, очень важно, чтобы все аспекты, начиная с физической безопасности, были, что называется, на высоте и уделялось им большое внимание. Просто я начинала работать в Лебединовке первой после университета, и у нас как-то школа частично старая, построена еще в 1935 году, главный корпус, и однажды ночью в классе английского языка обвалился потолок. Нам просто повезло, что вот этот огромный пласт, а класс вот такой маленький, поскольку на группы делятся, и там накрыло практически все. Если бы это было днем, то, скорее всего, ученики бы пострадали. Вот, повторяю, просто повезло. И вот этот случай, я о нем очень часто вспоминаю, потому что, когда мы говорим именно о безопасности, потому что это вполне реальная угроза на самом деле. И очень важно, чтобы школы находились в хорошем состоянии, и за этим следили не только, так сказать, директора и все остальные, но и каждый учитель и каждый родитель. Потому что, я думаю, вы много будете говорить о роли родительского сообщества, о роли местного самоуправления, поскольку именно оно по закону отвечает за безопасность, физическую безопасность школы. Что касается психологической, информационной безопасности, то психологическая безопасность у нас четко прописана сейчас в законе об образовании, где сказано, что есть и психологическое насилие, оно запрещено. То есть даже крик учителя на самом деле это противоправное действие, которое подпадает под административную ответственность. Информационная безопасность у нас сейчас только начинает формироваться, но у нас, как вы знаете, уже половина школ подключены к интернету, и до конца этого года вторая оставшаяся половина будет тоже подключена к интернету. Во всяком случае, деньги правительство на это частично уже выделило, частично ищет. И, соответственно, встанет вопрос о том, как защитить детей от негативного влияния интернета, потому что он не только дает возможность улучшить процесс обучения, но и несет с собой ряд рисков, которые необходимо минимизировать. Что касается экологической безопасности, то поскольку об этом, я думаю, скажет Владимир Александрович, и не только он, то я здесь особо останавливаться не буду. Я специально оставила этот слайд, хотя, в принципе, национальная стратегия устойчивого развития у нас формально завершила свое действие в 2017 году, но поскольку у нас не принята пока новая национальная стратегия развития Кыргызской Республики, то этот документ продолжает действовать. Но в любом случае, я думаю, мы все с вами согласимся, что выставленный в документе образ Кыргызстана как страны комфортной для жизни, с обеспечением защиты прав, свободы и безопасности, многоязычной, доброжелательной внутренней средой, да, то есть устойчивое социальное развитие, высоким уровнем образования, общественной стабильностью – это именно то, ради чего мы с вами работаем. В принципе, уже на протяжении 8 лет, по крайней мере, идет реформа системы образования, и здесь есть несколько задач, ряд из которых связан непосредственно с тем, что делаем мы. Изменение методологии формирования содержания образования на всех уровнях и выстраивание его в увязке с основными направлениями развития страны на перспективу. Мы с вами знаем, что вопросы устойчивого развития должны быть имплементированы в содержание образования, а если говорить о методах обучения, то здесь мы должны с точки зрения учителя, использовать здоровье-сберегающие технологии, а с другой стороны мы должны обучить детей здоровому образу жизни. И это часть безопасной среды, которую ребенок создает вокруг себя сам в том числе.
реформирование управления и финансирования образования. Если мы говорим о безопасной физической среде, то это одно из важнейших направлений на самом деле. И вы знаете, что в 2015 году была принята программа правительства по строительству и капитальному ремонту школ. Она выполняется пока, к сожалению, не так, как написано в плане, но тем не менее выполняется. И в этом году только 76 школ до конца года будут открыты. Плюс только в Бишкеке, вы знаете, реконструированы практически полностью 3 школы, 25-я вообще с нуля. И по регионам у нас около 16, по-моему, школ за прошлый и за этот год капитально реконструированы. То есть правительство стремится к тому, чтобы школы физически были безопасны. Повышение кадрового потенциала системы образования, это то, чем будете заниматься вы, уважаемые коллеги, когда будете вместе с учителями, другими формировать пул учителей, которые занимаются вопросами безопасной образовательной среды. Я уже упоминала национальную стратегию устойчивого развития, где четко сказано, что необходимо создать безопасную, толерантную, поликультурную среду, образовательную среду в каждой школе, обеспечить инклюзивность образовательной системы, учитывая образование детей с особыми нуждами и детей из уязвимых семей. Я хочу остановиться на словах «учитывая образование детей с особыми нуждами». Мы часто понимаем инклюзивность как среду, которая позволяет именно больным деткам учиться в школе. На самом деле это медицинская инклюзия, так называемая, и она только часть так называемой социальной инклюзии. А на самом деле инклюзивность образования подразумевает, что каждый ребенок должен в школе найти возможность реализовать себя. Неважно, это особо одаренный ребенок, это, средних детей не бывает, но будем говорить так, ребенок, который не имеет пока, во всяком случае, каких-то ярких особенностей, да, это больной ребенок, не имеет значения. Образовательная среда должна быть инклюзивной, то есть она должна создавать возможность каждому ребенку реализовать свой потенциал. И для этого должно быть и физическое пространство, с чем у нас в большинстве школ, особенно города, очень сложно. Это должна быть психологическая атмосфера, которая позволяет ребенку раскрыться, а не бояться, трястись перед учителем. И это должна быть, естественно, возможность работать с информацией и помощь учителя при необходимости, и так далее и тому подобное. Поэтому очень важно, что в наших документах появилось понятие инклюзивности образовательной среды. Я напомню, что цели устойчивого развития, которые выполняет сейчас весь мир, в том числе и Кыргызстан, и там есть цель 4, наша с вами, образовательная цель. Так вот, там тоже сказано о инклюзивности образования. Качественное, инклюзивное образование для всех. В этом году, как вы знаете, у нас год развития регионов. И очень важно, что у нас наконец обратили внимание на то, что страна должна регионами прирастать, так сказать. И поэтому обратите внимание, что здесь сказано о том, что следующим важным направлением является обеспечение доступа и качества предоставляемых государством и бизнесом всех видов социальных услуг, в первую очередь образования и здравоохранения. И здесь физическая и логистическая доступность современных благ цивилизации, в том числе физическая доступность школ и, соответственно, возможность в них безопасно обучаться. Я специально вынесла сюда еще и Бишкек, потому что это единственный кластер, а в регионах есть понятие кластера, то есть какой-то, условно говоря, регионообразующей деятельности, вокруг которой выстраивается все остальное. Так вот, в Бишкеке, обратите внимание, точками роста первого уровня станет его превращение в информационно-коммуникационный центр, а точками роста второго уровня станет превращение города Бишкек в центр делового и образовательного туризма. Если учесть, что образовательный туризм, то есть обучение студентов за пределами своей страны, является сейчас в мире одним из самых популярных и самых успешных, наверное, сфер бизнеса и исчисляется миллиардами в мире, то, как вы понимаете, для того, чтобы к нам в Бишкек поехали учиться и поехали за качественным образованием, а не просто за дешевым, как часто происходит сейчас, нам надо, чтобы наше образование было
самого высокого уровня. Образовательная среда, в которой оно реализуется, соответствовала лучшим мировым стандартам. Это задача, которая стоит перед нашим городом. Программа правительства Кыргызской Республики, рассчитанная на 5 лет, единство, доверие и созидание. Обратите внимание, что здесь четко сказано, что качество инфраструктуры и, следовательно, образовательных услуг в основном остается на чрезвычайно низком уровне, создавая реальную угрозу для безопасности и здоровья учащихся. Если слово «чрезвычайно» все-таки, с моей точки зрения, не всегда соответствует действительности, то слово «низком уровне», как мы знаем, в принципе, да. Поэтому важно, и обратите внимание, что здесь это появляется, потенциал ключевых заинтересованных сторон, родителей, местных сообществ, частного сектора, не задействован полностью в процессе реформирования образования. Вот взаимодействие с родителями и взаимодействие с бизнесом – это та задача для создания образовательной среды современной, которая является одной из наиболее актуальных. У нас есть закон о государственно-частном партнерстве, и хотя его очень много ругают, потому что он как бы недостаточен уже сейчас, но одно там прописано четко. Государственно-частное партнерство в первую очередь это инфраструктура, то есть это строительство, это как капитальный ремонт, да, который ведет к обновлению этой самой инфраструктуры. И здесь можно на основе имеющегося уже законодательства выстраивать партнерские отношения между организациями образования и бизнесом. Первоочередные меры, которые предполагает программа. А – это получается содержание образования, Б – учителя, а В, как видите, качество соответствующих услуг. Качественный ремонт образовательных организаций, оснащение современной материально-технической и методической базой. То есть правительство это четко понимает. И проект документа «Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 18-40 год». Там есть раздел, который так и называется «Качественная система образования и науки». И вы видите, что приоритетные задачи – это поддержать развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и обеспечить инфраструктурную безопасность школьного образования, включая физическую, психологическую, информационную и экологическую безопасность каждому обучающемуся и педагогу. И обратите внимание, что здесь идет в том числе строительство новых школ в местах спроса перегрузки. То есть это как раз то, что для нас необычайно, особенно в городах, необычайно актуально. Потому что в Бишкеке 76 тысяч мест, а обучается 135 тысяч учащихся. Поэтому понятно, что такое школа. Мне недавно коллега, директор одной из школ, говорила, что она просто не знает, что делать. У нее расстояние от доски до первой парты 60 сантиметров, в то время как оно должно быть вдвое больше. И это значит, что дети практически обречены на то, что зрение будет хуже, да, и на то, что осанка испортится, потому что надо будет задирать голову, если учитель будет где-то там писать на доске и так далее и тому подобное. Учитывая, что у нас еще и мебель не всегда соответствует возрасту и росту детей, то мы здесь получаем целый набор болезней просто из-за того, что классы перегружены, они у нас рассчитаны максимум, да, там на 30, 35 может быть еще детей, а сидит 50 иногда и больше. Поэтому очень важно, чтобы в документе, я надеюсь, что этот пункт останется, когда документ будет принят, вот эти вещи были четко прописаны. Ну и наш документ «Концепция развития образования до 2020 года». Я не буду о нем много говорить, я думаю, что все этот документ вы знаете. Он у нас живет и работает уже 6 лет, с 2012 года. Он есть на сайте Министерства образования, то есть в любой момент его можно посмотреть. Отмечу только одну, с моей точки зрения, очень важную вещь. Здесь сказано о том, что образовательная среда имеет светский характер, поликультурную наполненность, что она может быть, должна быть электронной, что она должна быть воспитывающей. Но обратите внимание, здесь нет слова «безопасность». То есть 6 лет тому назад как-то не было актуализации этого понятия, как оно появилось сейчас. Я не знаю, честно говоря, хорошо это или плохо. То есть, наверное, можно с двух точек зрения рассматривать. С одной стороны, устаревание инфраструктуры делает, скажем, эту тему особенно актуальной. Да? С другой стороны, мы говорим о том, что благодаря тому, что эти темы стали подниматься, эти проблемы начали решаться. Поэтому, я думаю, здесь, как всегда, две стороны одной медали. Но я очень надеюсь, что в концепции 2040, которую
мы сейчас начинаем разрабатывать концепцию развития образования до 2040 года. Понятие безопасной образовательной среды обязательно будет. И очень важно вот сейчас такие встречи, тренинги, семинары, которые, как тот, который проходит сейчас, потому что именно ваши, что называется, живые какие-то наработки и рекомендации, они войдут в концепцию. Владимир Александрович у нас является одним из разработчиков этой концепции, поэтому я постараюсь тоже прибегать. Вот, поэтому я не сомневаюсь, что все, что будет здесь происходить, так или иначе наложится на раздел, который будет связан с образовательной средой, развитием образовательной среды и, соответственно, безопасностью образовательной среды в новой концепции до 2040 года.